Не взял с собой микрофон, так что не знаю, какой будет звук. Съездил на завтрак и думал, как раз было бы неплохо, если была пасмурная погода, чтобы погулять, насладиться городом. И в итоге действительно пасмурная погода, но нет сильного дождя. И я поехал смотреть Императорский дворец Хюэ. Очень красиво, прикольно. Огромная прогулочная территория. Вот такой огромные дворы. Он сам главный дворец. Я пока гуляю по маленьким садам, по каким-то беседкам. Понравилось, что какой-то из императоров построил себе библиотеку экстремального расслабления, чтобы его не беспокоили. Несмотря на то, что туристов, по идее, много, территория дворца такая огромная, что здесь можно спокойно затеряться среди руин. И никого не будет. Может, мне действительно еще повезло с погодой. Такая красота. И все для меня. Основная масса туристов у главного замка находится. Я решил обойти всю территорию вокруг сначала, потом уже пойти к замку. Город Хюэ мне, в принципе, нравится. Он такой, как-то он ощущается провинциально, не знаю, не по-плохому, а по-хорошему, что он как-то вдали от современных центров Вьетнама. При этом у него есть своя древняя история, когда он был культурным и экономическим центром империи. Но эта империя развалилась. Здесь, по идее, проводят реставрационные работы, и большая часть зданий выглядит вот так. Неплохо, но все равно видно урон, нанесенный временем. И мне всегда побитые, изношенные руины, постройки нравятся больше. Новые выглядят как-то пластмассово. Особенно часто реновации делают не очень качественно. Здесь все такое аутентичное, красивое, полузаброшенное. Как будто действительно гуляешь один, хотя на самом деле в центре города находишься. Вот это все небольшой внутренний садик с парой зданий. Первая внутренняя стена, на ней я стою сейчас на мосту. Ров с водой. И вот она, внешняя стена замка. Само пространство внутри тоже похоже на лабиринты. Прямых дорог, ведущих к императору, нет. Нужно обходить кругами, петлять. Создает приятную прогулочную атмосферу, что территория вроде бы ограничена, но постоянно есть какие-то небольшие ответвления, куда можно свернуть, пропасть там, спрятаться. В общем, я теперь понимаю вайбы исторических драм, где во дворце можно плести интриги, кучу всего делать. Во дворце действительно легко плести интриги, особенно в таком огромном. То есть сам по себе императорский город еще больше. То есть вот здесь две стены и ров. Есть еще более дальняя внешняя стена. Я там рядом с ней отельчик снял. И только за ней уже начинается современный более-менее Хюэ. И то гробницы императоров всяких продолжаются еще на километры и километры. И храмы. Так что императорский город и императорский дворец — это красивое сооружение, защитное вдобавок.
потому что оно еще и административную функцию несет. И императоры здесь отдыхают и балдеют в свое удовольствие. Правда, мне в этом дворце скрытную атаку провести бы не удалось. Я отпугиваю всех злых духов, но заодно выдаю свое местоположение, гуляя по дворцу. Ой, ну как мне очень понравилось. Мне очень понравилась погода, идеальная. Я люблю такую пасмурную штормовую погоду, но когда еще дождя нет. Однако я переживаю, что пока я закончу свою прогулку, этот дождь меня настигнет. Поэтому по-хорошему надо бы подускориться. Но хочется просто поселиться внутри этого дворца, остаться здесь. Да, императоры, конечно, знали, как жить, губа не дура. Я бы так жил, если бы мог целую страну иметь. Зашел внутрь дворца. Здесь уже как раз императорское богатство. Золото, дорогие предметы искусства, мебель, трон. Но, честно говоря, снаружи поинтереснее. Кроме супер красивого декоративного интерьера, особо во дворце ничего нет. Еще и все перекрыто, свободно гулять не получится. И уже выход. Тут дворца-то всего ничего. Дождь таки начался. Но я спрятался в беседке. Tôi không còn yêu em nữa. Hãy đoán đây. Không. Ây da. Nhớ chiều nào em đến thăm anh. Приехал посмотреть на арену, где раньше проводились бои с животными, слонами и тиграми. Главные ворота там сейчас закрыты, внизу внутрь не попасть. Но местные мужики просто сказали мне вот этот забор перелезть. Механизмы отпирания дверей. Вот те ворота закрыты. Приехал в храм Theravada буддизма. Обычно здесь в Юго-Восточной Азии в целом популярна махаяна буддизм, особенно в Таиланде, например. Да и здесь во Вьетнаме другие храмы, а этот явно вдохновлен индийской архитектурой традиционной. Птички как на Бали, но только здесь не Кришну, а статуи Будды в этой пагоде. Тут рядом еще один храм есть. Он примечательный тем, что это христианский храм, но построен он в имперском стиле города Хюэ. Когда я был в Хошимине, Сайгоне, в музее, мне пришлось заблюрить на видео знаменитую фотографию буддийского монаха, который себя поджег. А здесь, в Хьюе, оказывается, стоит машина, в которую он приехал туда, после чего как раз вышел из машины и поджег себя в качестве протеста против режима. Но
Приехал на могилу императора очередного. Красивые ворота. Заходим внутрь. Ну, красота. Приехал во дворец Андинг. Вход тоже 50 тысяч. Здесь я смотрю, тоже люди в декорациях красивых фоточки делают на профессиональную камеру. Сейчас будем смотреть. Богатая комната. И там фотографии делают на лестнице. Нашел себе вот такой балкончик, где не так фоткаются все. Одному, конечно, гулять по достопримечательностям из-за этого не очень прикольно, что мне это фоточек никто сделать не может. Я могу только видео поснимать, но нету кого-то, кто мог бы меня пофоткать. Nhìn qua. Я там пока по балкону гулял, еще видел, что в заброшенную часть замка тоже можно зайти, точнее дворца, только с другой лестницы внешней. Так что сейчас пойду туда. С задней стороны замка, конечно, более изношенный. Вот она, заброшенная часть. Остатки плитки декоративные. Еще с балкона тоже заметил, что тут рядом есть прикольная церковь, тоже с какой-то буддийской по архитектуре башней. Сейчас туда заеду, посмотрю. Немножко начал дождь капать. Надеюсь, он не будет усиливаться. Такая вот церковь по архитектуре напоминает буддийские храмы Бутана, но при этом это католическая церковь. Очень прикольный религиозный синкретизм в архитектуре во Вьетнаме. Пока ехал в один храм, по дороге увидел еще один. Тоже старые ворота красивые. Керамика, просто чашки разбитые, как будто тарелки. Здесь такой буддийский парк. Не просто лежит, вообще уснул. По Google картам ехал какой-то непонятной грязевой дорогой
Проехал несколько врат, думал, это уже какая-то заброшенная могила, тоже такая небольшая. Оказалось, что это мавзолей императора Тудука. И здесь огромная территория, водяной канал искусственный, куча зданий. Так что я уже на сегодня хотел закончить прогулки, потому что немножко начался дождь. Но учитывая масштаб мавзолея, куда я приехал, прогулка только начинается. Такой приятный сюрприз. О, какая красота! Деревянные ворота. Wohnhaus, die Arbeitershäuser von Halle, das ist dahinter Wohnhaus. Ja, der rechte Seite auch kleine Gebäude ist auch Миниатюра территории мавзолея. Ну, здесь вообще сказка, вот рядом с этим водяным каналом. Прогулочная зона. Чуть ли не круче, чем в императорском дворце в центре Хью. Видимо, император Тудук был очень важной персоной. Ой, дождь сильно усилился. Дождевик у меня в байке. Байк я припарковал далеко отсюда. Надо спрятаться в беседку. Туда пойду. В ту. Добрался до беседки. Здесь внутри босиком надо ходить. Но зато какие виды, какие вайбы. Дождь, конечно, как обычно, немножко рушит планы, но, блин, это Хьюи. Я здесь уже больше недели. По-моему, кроме 2 дней, все остальные дни просто льет дождь без конца, целыми днями. Ну, типа с маленькими перерывами, или он просто становится сам поменьше. Но он почти не заканчивается. Это при том, что сейчас в Дананге пик жаркого летнего сезона. Он всего в 100 километрах к югу. И там просто бесконечное солнце, плюс 40. Насколько во Вьетнаме очень сильно отличается климат. Такой уж это город осенний. Здесь очень осенние вайбы. Хотя, что сейчас, март на дворе. Но здесь в Юго-Восточной Азии все сезоны по-другому устроены. Как обычно, 2 стены, внешняя, внутренняя, и, видимо, по какому-то фэншую или почему нет прямого прохода сразу к гробнице. Такое разделение мини-стенкой. Здесь какой-то из императоров или их родственников, принц, принцесса похоронены. Дождь опять усилился, но мне просто скучно стоять под крышей на месте. Мне хочется исследовать. Такой красивый деревянный мостик над каналом. Там сзади уже канал заканчивается. Спереди еще ворота какие-то красивые, скорее всего, через мавзолей. Но надо добежать уже под крышу, потому что дождь совсем усилился. Могила расположена по фэншую. Эту могилу для него еще отец выбрал место. Там вон статуи солдат и слона боевого. Табличка, эпиграф огромная, двухсторонняя. Думал подождать подольше, постоять вот там, где эпиграф. Но пришла огромная группа туристов с гидами. И там почти нет места даже постоять уже. Плюс стало супер шумно. И я уже полумокрый, так что я решил забить. Быстренько добежать, попробовать посмотреть все, что осталось здесь.
Может спрятаться потом в беседку или уже поехать домой, пить чай, сушиться, принимать горячий душ. Ворота. Вот. Там сзади стоит эпиграф. Я иду смотреть могилу автора этого эпиграфа, императора 19 века. Вот эта могилка. Стандартно такая полукруглая территория, каменная гробница, благовония, орнаменты, драконы. В каких условиях приходится бегать по мавзолею. Текут реки дождя, стекают в эти каналы. Мокрая плитка, все мокрое, все красивое, но уже становится прохладненько, неприятно. Одежда тоже полумокрая. Все равно не жалею, что приехал, потому что я до этого несколько дней ждал, может, когда будет не так дождливо. Сегодня с утра до обеда было не так дождливо, но все равно дождь настиг меня. Так что в Хьюи надо просто брать зонты, дождевики и исследовать, несмотря ни на что. Ну, в общем, все, я по сути осмотрел. Оказывается, тот эпиграф и могила по кругу. Это была последняя локация. Вон беседка на воде, где я прятался в начале. Оттуда я спустился. На дождь я уже просто забил. Там на островке тоже есть какие-то постройки, но туда как будто нельзя попасть. Так что я возвращаюсь к байку. Взял соленый кофе там, где байк припаркован. Вот там он сзади. Это кафешка. Парковка бесплатная, но на расчет на то, что ты что-то купишь. Я подумал, в принципе, можно почилить. А вот и мой кофе. Come on. Yes. Come on. Кофеечек. Гамак. Немножко просохну, может быть. Отдохну от пробежки. Я вообще думал, что мне соленый кофе холодный принесут, но мне принесли горячий. И вообще в такую погоду даже лучше, потому что как бы я промок и замерз чуть-чуть. Приехал еще одну гробницу рядом с озером, куда не смог попасть. Гробница Кайдиня. Выглядит прикольно, очень высокий подъем, несколько зданий. Сейчас еще надо купить билет. Туристы здесь имеются, значит, должно быть что-то интересное. Архитектура точно интересная. Белый камень, почерневший от влаги и плесени. Купил билет, он стоит 150 тысяч донгов, как во вчерашнем мавзолей, который был огромный. Сейчас посмотрим, стоит ли он того. 150 тысяч донгов, это около $6. Архитектура здесь, конечно, красивая. И понятно, почему билеты. Как-то все эти гробницы и уход за ними надо спонсировать. Императорская династия здесь в Хьюи успела их построить очень много. Если не спонсировать все это туризмом, то они бы все развалились. Красота, местная терракотовая армия. Здесь опять эпиграф императора. К сожалению, рядом с этой табличкой перевода на английском нет. Так что придется только гадать, что же мог написать усопший, которого я приехал навестить, Кайдинь. Ну, хоть наслажусь архитектурой.
пока что здесь внутреннее убранство побеждает даже в центральном дворце Хюи по богатству. Статуя императора. Приехал на гробницу императрицы Туду. Она примечательна тем, что она в таком лесочке. И здесь никого нет, нет ни туристов. Сюда бесплатный вход, но при этом проложена удобная тропинка. И вот там сзади еще находится гробница императора. Скорее всего, мужа этой императрицы. Здесь прикольная тоже такая территория. Но при этом тихо, спокойно, пусто. И еще потом хочу заехать на пару более древних гробниц, потому что самые красивые, самые богатые, самые большие гробницы, они более современные, конца 19 века, даже, может, начала 20-го. А есть более заброшенные, скромные, маленькие гробницы, вплоть до начала 17 века, то есть 1600-е годы, почти 400 лет. Здесь уже ближе к гробнице. Даже никакой тропинки нет, кроме протоптанной в траве. Ворота закрыты, но сейчас через щель попробую подснять чуть-чуть. Ворота ведут в никуда, но я все равно через них пройду. Там еще одни. Вход, скорее всего, с другой стороны. Эти две каменные стелы в лесу выглядят очень круто, конечно. Высотой, не знаю, 3-4 этажа, наверное. То есть 10, 12, 15 метров. Все. Сейчас проедемся. Сюда уже в эту гробницу вход 50 тысяч, платный. Как обычно, сексизм. Мужчинам мужскую гробницу платно. Все уже обустроено. Женская полузаброшена. Приехали. Тоже искусственный пруд заболоченный. Но в эту гробницу зато ворота открыты. Крайние справа. Чугунная или железная урна, потому что проржавевшая. В ней жгут что-то на удачу. Скорее всего, по традиции здесь как бы есть деньги для мертвых, которые не настоящие. Иногда бывают настоящие, но как бы здесь жгут деньги для мертвых, чтобы им на том свете было хорошо. Вот этот уже замок более старый, видно на дереве изношенность. Не знаю, тут плиточный пол, но обычно обувь снимают, поэтому я тоже сниму. И здесь, кстати, тоже никого кроме меня нет. Обожаю вот эти вьетнамские лампы декоративные. Пока ехал мимо, тут еще одна гробница, но вот там ворота, они закрытые. Она такая полузаброшенная. Прикольно. Проехал через мост. Сзади меня находится практически заброшенная могила императора, точнее короля 1738 года-765. Он правил местными землями, захватил южные земли хмеров и объявил независимость от Северного Вьетнама. Но сейчас он находится просто в поле, повороты, к сожалению, закрыты. Все, лестница уже поросла травой, никого здесь нет. Только для любителей истории такая локация, коим я являюсь. Шароебиться по древним могилам.
как Индиана Джонс или Лара Крофт. Это то, ради чего я путешествую отчасти. И чем больше я путешествую, чем чаще мне хочется ехать в какие-то старые руины, чем на пляже или какие-то популярные места. Вот надгробный камень. Нгуен Фукток, Хечин. Внутри все тоже уже полуразрушенное, там разваленные кирпичные стены. Все поросло мхом. Попасть внутрь, увы, нельзя, но все равно прикольно посетить. В общем, с той стороны за мостом в рисовых полях, конечно, посмотрел пару гробниц, но полуразрушенных, закрытых. Приехал обратно на другую сторону, здесь тоже рядом с рекой. Я думал, как обычно, опять какая-то маленькая полузаброшенная, но нет, сюда, во-первых, и вход опять стоит 150 тысяч. И туристы здесь есть с автобусами. Вот уже там стена, ворота. То есть здесь, видимо, кто-то важный похоронен. Взял водичку попить, потому что уже целый день езжу. Сегодня жарко. Мостик. Вот он, озерцо искусственное. Опять мои братья терракотовые. Салам. Опять сзади меня табличка эпиграф. Но это, кстати, не такой великий писатель, как Тудук. Здесь только с одной стороны камня выдолблена надпись, на вторую фантазии или денег не хватило. Пойдем внутрь. Все-таки есть тут прогулочная зона. Сейчас буду шататься вокруг озера. Красивая постройка, беседки, мостики. В общем, вот эта стена 300 метров почти по кругу и 3 в высоту закрывает гробницу императора. Там подземный дворец, где он лежит. Его туда принесли по подземному туннелю и навсегда закрыли туннель. И раньше раз в год только открывали эти ворота на годовщину его смерти. И теперь вообще, скорее всего, не открывают, только для каких-то технических работ. Все, а я пошел гулять. Там вот я вижу заросшую лесенку. Это называется Левый дом. Он был для любовниц евнухов императора, которые переехали сюда после его смерти. И, скорее всего, были тут тоже где-то похоронены. От этой постройки осталось только фундаменты и ворота, очень красиво поросшие деревьями. Вот примерно. Я погулял по территории, сделал много фоточек, сделал фотки для украшений. Кстати, покупайте украшения татарские, этнические. Мой бренд Салкентен, холодная ночь. Помогите голодному артисту-путешественнику продолжить выживать во Вьетнаме. Прикольная, красивая территория, особенно если отойти подальше от главных зданий, где много туристов, плюс уже потихоньку близится к закату, стало еще меньше людей. Приехал на граб-такси на байке на пешеходную улицу вечернюю. Здесь бары, винтажные магазины. Там
украшения. Пока не так людно, хотя вот ближе к барам там и пошумнее, и более людно. Один из последних дней я здесь, в Хьюи. И сегодня хорошая погода вечером, так что надо выйти погулять, выпить пивка напоследок. Что-то улица какая-то супер скучная. Впервые за неделю нет ливня. По идее, люди должны сюда прибыть. Здесь и туристы, и местные. Полно всяких баров, ресторанов, магазинов. Но улица полупустая. В каких-то барах есть люди, но даже там немноголюдно. Музыки нигде нет толком. Что-то вообще как-то супер уныло. Я, конечно, приехал так посмотреть. Но тут больше как будто пошопиться можно. Но для этого можно вообще и днем приехать. В чем тогда смысл этой прогулочной улицы? Ну, типа пойдет, но не самое впечатляющее место, где я был. В Хайане, в Хошимине, даже в Дананге. Там не пешеходная, но там просто есть барная улица. Там везде прикольно. Типа, пока это самая скучная пешеходная барная улица, где я был во Вьетнаме. Как обычно, сел на вот эти пластиковые стульчики с вьетнамцами, потому что они хотя бы веселиться умеют, и их много. Взял пиво. Потом хочу поехать в бар, где живая джазовая музыка. Надеюсь, они каждый день играют, потому что я не уверен в этом. Но вот на таких стульчиках всегда самый кайф сидеть, на этих столиках, прямо на улице. Ладно, улица кайфовая. Просто надо было сесть с вьетнамцами, а не в модных каких-то барах с иностранцами. Hi, my name is me. Cheers. My new friend. Не поехал я никакой джаз-бар. Остался здесь на улице, потому что я сел во вьетнамскую кафешку и забухал пивка с местным вьетнамским мужиком по имени Мин. Пили пиво, ели орешки, ели свинину, болтали. И, короче, если вы знаете хотя бы какой-то ломаный английский, или у вас есть Google переводчик, и вы любите пивко, во Вьетнаме вы никогда без компании не останетесь, потому что здесь пьют пиво как воду. И люди супер открытые, супер веселые. Если вы им отвечаете той же энергией, вас тоже как бы встретят с любовью. Я тут просидел, не знаю, часа 3, наверное, я пил пивко. Выпил 5 бутылок. Пьют здесь мощно. Пиво здесь льется рекой. 5%. В общем, прикольно посидел на этой барной улице. Туристов здесь тоже много, есть и как бы бары такие более туристические, но я рекомендую всем настоятельно просто сесть прямо на улице. Если вы видите какие-то пластиковые стульчики, столики, садитесь прямо на улицу с вьетнамцами, там пиво будет дешевле, снеки будут дешевле, а вайбы будут все те же самые, даже прикольнее и аутентичнее. Осталось пару дней, потом я поеду куда-то еще. На барной улице напился, можно ехать в отель. Ставка из будущего. Изначально после ночи на барной улице я уже должен был уезжать из Хьюи, но за день до отъезда меня пригласили в местный бар на День Святого Патрика. Там была ярмарка с украшениями, и меня пригласили туда тоже. Так что я со своим брендом Salkantön, с татарскими украшениями, был в этом баре. Но подснять нормально во время мероприятия мне не удалось. Luôn với nó tiền bao nhiêu băng thì để được, mới lỗ lắm thì để đi. Cả hai mà. Phé thì đi phé, đi cái nào thì đi thôi, cái nào đi cái
Everything he said to me made the drink worse. You know, first I drank it. First of all, let's speak from the soul. Приехал на огромное кладбище в часе езды от Хьюи, город мертвых. По отзывам говорят, здесь можно часами гулять, и оно не заканчивается. Я только приехал, сейчас будем смотреть. На входе уже очень роскошно, богато украшены гробницы, семейные захоронения. Покраше даже, чем некоторые гробницы императоров, которые я посещал в Хьюи. Люблю кладбище, люблю за их какую-то тихую, безмятежную, меланхоличную, отчасти грустную атмосферу. Заставляет задуматься о смерти, задуматься о людях, которых уже нет, о собственном неизбежном конце. В то же время это немножко, по крайней мере, меня успокаивает, понимая, что все тревоги — это вещь временная. Если нам всем в итоге умирать, и потом тебя ждет вечность пустоты, ничего не делания, тогда жизненный стресс не так уж и плохо. Пока тебя что-то беспокоит, значит ты жив, двигаешься. В общем, а тут еще и кладбище, которое украшено просто невероятно красиво. Такое богатство. Все, в общем, я буду сейчас гулять, исследовать, подсниму какие-то красивые кадры, и, наверное, на этом уже точно мои приключения в Хьюи закончатся. По крайней мере, даже если я тут еще буду снимать, я уже ничего не буду, я буду спокойно жить, работать. Достопримечательности плюс-минус я посмотрел большинство, которые хотел, которые были интересны. Вот для примера 2 могилы. Одна просто бетонная, кирпич и глиняная черепица. Другая украшена мозаикой, керамическими плитками. Разукрашена, цветная. Я уже где-то час тут гуляю. Не знаю, насколько кладбище большое, полностью я его не прошел. Но оно точно безумно красивое, и обязательно рекомендую его посетить. Потому что насколько красиво здесь богато украшены вот эти все семейные склепы.
насколько их много, насколько они разные. Количество искусства на квадратный метр, причем искусство интересного, искусство с заботой о своих усопших предках, как бы с почитанием, с уважением к ним, к своей семье. Это очень интересный опыт. Интересно, насколько здесь также сочетаются, например, много буддийских могил, но при этом с точно такой же архитектурой может стоять христианская могила. Просто у нее вместо какого-нибудь буддийского святого будет стоять Дева Мария или Иисус, или крест на вершине. И тоже сочетание христианского искусства, местного, вьетнамского, буддийского. И здесь никого нет, кроме строителей, которые работают над новыми могилами или ухаживают за уже существующими. Можно очень приятно, спокойно погулять, не торопясь. В общем, город мертвых я рекомендую посетить, потому что он рядом с Хьюи. Особенно если вы едете, например, в Дананг или из Дананга. Он вообще по пути, можно заехать, остановиться и хотя бы полчаса быстренько здесь прогуляться. Если нету даже много времени, успеете все равно набраться впечатлений. А я сейчас немножко отдохну в тенечке и поеду отсюда. Какие образы чаще всего встречаются? Это, разумеется, лев, лево-дракон. Иногда их смешивают вместе. Непосредственно сам дракон, журавль, цапля, которая также феникс, волшебная птица. Скорее всего, тут лотосы. На верхах колонн точно не распустившиеся лотосы. Фрукты, манго. Драконы обвивают сами колонны. Чаши вот такие чугунные. И не только. В углах тут бывают летучие мыши. Дальше черепаха. Поднимаемся выше, цветы. Опять фениксы, черепахи. На самом верху драконы. Здесь символ солнца. Сынь-янь. Синий и красный.